حي على الفلاح. Аллах спросит с тебя, что ты сделал для ислама, что ты изменил вокруг себя. И что вы ответите? О, у меня были твердые намерения, но ведь я же не ученый, я не алим. Вот если бы я был ученым, то я бы сделал это, я бы сделал то, я бы пошел туда. Если бы у меня были исламские знания, то я не слушал бы своих шейхов. И вообще от их болтовни у меня только голова болит. Они никогда не могут прийти к единому мнению. У них только одна болтовня, они спорят и что-то делят. Занимаются бизнесом, терпеть их не могу. Да, конечно, брат, все, что ты говоришь, это правда. Но неужели ты считаешь, что кто-то стал ученым в тот момент, когда его родила мать? Ой, смотрите, родился Бухари, а этот младенец, хафиз Корана, субханаллах, это дар Аллаха. Вы понимаете, да, о чем я? Ты можешь сидеть за своим PlayStation, ходить в качалку 3 раза в неделю, гулять с девушками после школы, наслаждаться жизнью, маша Аллах. Все это прекрасно. Зачем переживать, что у тебя нет исламских знаний? Ученым нужно родиться. Не всем же так везет. Это избранные люди. Нет, брат. Если ты хочешь стать алимом, то будь им. Аллаху Акбар. Я могу вам перечислить целый список ученых, которые начали изучать науки после того, как им исполнилось 50 лет. Они начали после 50 лет. И я говорю о светочах нашей уммы. Некоторые из них даже не успели жениться за свою жизнь. Например, имам ан-Науви, шейх уль-Ислам ибн Таймия, да помилует их Всевышний Аллах. Они решили не вступать в брак ради религии. А что мы? Мы даже не можем притупить наш взор ради религии. После этой лекции, конечно, мы будем полны энергии. В нас все будет кипеть от любви к исламу. Я готов, только покажите мне врага. Маша Аллах. Но стоит вам выйти на улицу и увидеть какую-нибудь девушку в мини-юбке. Тут же все забывается. Что происходит в этот момент? Все будут глазеть на нее. Шейхи, студенты, даватчики, уличные бродяги. Однако каждый смотрит по-разному. И, пожалуйста, не поймите меня неправильно, слишком буквально. Может быть, я немного и преувеличиваю. Увидев такую девушку, уличные бродяги скажут: «Вау, ничего себе!» А вот что скажет религиозный человек: «Астагфирлах». Это что такое астагфирлах, аузу билля? Братья, вы только посмотрите на эту фитну. Все, и все смотрят. Особенно, когда люди не видят вас. Разве не так? Всевышний Аллах говорит: «Я знаю о вероломстве глаз». Дай-ка я взгляну, ведь никто же не видит. Я оглянулся вокруг, чтобы удостовериться, никого нет. Клянусь Аллахом, братья, каждый взгляд, брошенный на запретное, будет иметь последствия для всей уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. То, что вы не совершаете тахаджуд намаз, не плачете, взывая к Аллаху, отразится на умме пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Каждый грех, который вы увидели, но ничего с ним не сделали, чтобы исправить его, будет иметь последствия. Какие? Гнев Аллаха. Гнев Аллаха снизойдет на общину, в которой открыто совершаются грехи, и при этом все молчат и не пытаются исправить положение. Послушайте, что говорит Всевышний Аллах, свят Он и велик. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Всевышний Аллах проклял неверующих из числа сыновей Исраиля. Он проклял их от имени пророков Дауда и Исы, сына Марии. За что? За то, что они совершали грехи и приступали к границе дозволенного, который установил Аллах. Когда перед их глазами творилось нечестие и распространялись пороки, никто из них не запрещал этого. Они молча наблюдали, как вокруг них творилось зло. Например, какой-нибудь брат будет совершать грехи перед нами. Что мы на это скажем? Оставь его в покое, прояви мудрость. Но где же эта мудрость, когда дело касается призыва? Куда делась ваша мудрость в этот момент? Брат, встань и потрать 5 минут на призыв к религии Аллаха.
Ой, нет, нет, шейх, вы знаете, я не умею говорить на публике. Призыв это не для меня. Но почему, брат? Я же видел, как ты говорил о каких-то пошлостях. Видел, как ты вел запретные беседы. И твой язык в тот момент был вот такого размера. Маша Аллах. Он просто не знал отдыха. Ведь ты же можешь говорить о машинах, о девушках, о прочей ерунде. Пойдем хотя бы немного будем говорить о религии. Ой, шейх, нет. Но если что, вы держите меня в уме. Если что, я в запасе. Я могу делать что-нибудь другое. Братья, почему мы стесняемся показывать свою веру? Когда дело касается религии, мы вдруг становимся такими стеснительными, такими неразговорчивыми. Я спрашиваю, брат, почему ты не занимаешься призывом? Что тебе мешает? Он отвечает, знаешь, шейх, и обратите внимание на мысли, которые сатана внушает нам. Брат, почему ты не занимаешься призывом? Шейх, я не хочу быть похожим на тех дааватчиков, лицемеров, которые призывают людей оставлять запретное, хотя сами они грешат. Да наставит тебя Аллах, брат мой. Ты прав. Плохо, когда призывающий к Аллаху человек совершает какие-то грехи. Но дело в том, что человек, который совершает грехи, но не призывает к исламу, получает двойной грех. Его грехи намного хуже, потому что необходимо как призывать к Аллаху, так и удерживать от харама. Это правило, которое все мы должны понять. Если ты грешишь, то это совсем не значит, что на тебе нет обязанности призыва. Нет, в этом случае на тебе двойная обязанность. Если бы призывом занимались только полностью чистые, безгрешные люди, то я бы не сидел здесь перед вами. Я бы сказал себе, мне хватит того, что я читаю свой Коран. Зачем мне призывать? Пусть призывом занимаются другие. Нет, братья, все не так. На каждом из нас лежит обязанность. Обязанность призывать людей к религии Аллаха Свят Он Велик. И каждый из нас обязан иметь благой нрав. Каждый должен удерживать себя от грехов, совершать добро. Если ты хочешь, чтобы твой призыв был успешным и эффективным, то соблюдай эти условия. На тебе лежит ответственность за успех и процветание всей уммы, а не только мусульман Сиднея или Австралии, всех мусульман, которые живут на этой земле. Я в ответе за это. После этой лекции мы должны осознать всего лишь две истины. Если вы сделаете это, то приобретете такое ценное сокровище, которое вы даже не можете себе представить. Всего лишь две вещи, и они очень просты. Первое. Я в ответе за то, что происходит с уммой. Я и никто другой. Ни Башар Асад, ни Мубарак, ни ученый, ни женщины с их фитной. Я. Все дело в моих недостатках. Это я ленюсь, я проявляю слабость, я бездействую. Это я не плачу перед Аллахом, прося за всю умму. Я все время занят, только лишь мирскими заботами. О том, когда жениться, сколько детей иметь, как купить дом, машину. Я трачу свое время на интернет. Я тот, кого шайтан обвел вокруг пальца, заставил забыть про обязанность, возложенную на меня Всевышним Аллахом. И вторая истина – это какую пользу я могу принести умме? Как мне изменить тот порок и разврат, что вокруг меня? Ответ очень прост. Работать на пути Аллаха, распространять Его религию. Каждый знает свои возможности. Я не пришел сюда, чтобы судить вас. Брат, у тебя вот такие недостатки, а у тебя такие. Ты должен делать так и вот так. Кто я такой? Аллах будет спрашивать с тебя в судный день. Только Аллах знает, на что ты реально был способен. Только Он знает твои возможности. Братья, когда дело коснется какой-нибудь глупой игры, все мы ведем себя как настоящие муджахиды. Видели, как те, которые играют в регби? Субханаллах. Никакого страха. Прыгают, катаются по земле, ломают друг другу шеи, разбивают подбородки в кровь. И все это ради пустой никчемной игры. Он готов умереть на поле, лишь бы забить гол. Братья, хватит. Аллах видит, как мы действуем ради мирской жизни. Работаем под палящим солнцем, на крыше или где-то под землей. Видит, как мы часами напролет трудимся, потеем, чтобы заработать еще больше денег. Аллах видит, как ты выкладываешься в тренажерном зале, качаешь свои мускулы. Смотрите, какой я качок, маша Аллах. Ну вот наступил Рамадан, время таравих намаза. И что? Нас хватает всего лишь на несколько минут. Ах да, мы еще можем похвалить имама за прекрасное чтение Корана. Быстро закончив молитву, мы спешим домой, доедать сладости. Брат, почему бы тебе не помолиться чуть дольше? Сделать дуа за умму, за наших братьев в Сирии. Ой, знаешь, шейх, врачи сказали, что у меня проблемы с позвоночником. Мне нежелательно часто нагибаться. Брат, ну ты ведь полдня качаешься в тренажерном зале. Как это? Ой, я забыл сказать, что у меня еще и колени болят. Шейх, честно говоря, все это ради показухи. Я особо не напрягаюсь. А так, качаюсь просто для хорошей фигуры. Как дело касается религии, мы превращаемся в неженок, на которых и дунуть страшно. Брат, маша Аллах, я вижу, как ты активен на своей работе.
Пойдем, нам нужны такие для призыва. Ой, шейх, призыв это не для меня. Вот что мы слышим каждый день. Поэтому, братья, очень важно, чтобы мы наконец-то осознали. В судный день ты будешь отвечать не перед шейхом, не перед своим другом, которого ты можешь обмануть. Ты будешь отвечать перед тем, кто точно знает, что в твоих возможностях. Кто знает, каков будет результат, если ты совершишь то, что задумал. Аллах знает, чего я могу добиться, если сделаю призыв своей целью жизни. Никто не знает лучше него. Вы не сможете обмануть Аллаха Свят Он Велик. Не сможете выкрутиться. Ваши руки, ваши ноги, ваше тело будет говорить за вас, если вы решите обмануть. В судный день это не пройдет у вас. Аллах твой судья. Он знает о твоих способностях, знает обо всех милостях, которые дарованы тебе, и как ты ими распорядился. Как ты использовал их, чтобы распространить его религию и помочь умме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вы поняли меня? Иншаллах, я надеюсь, я донес до вас то, что намеревался. Если вы не поняли меня, то я прошу прощения. Значит, это мой недостаток. Если же вы поняли меня, то я прошу вас начать действовать. Наша умма требует больших перемен. Наша умма нуждается в вашей помощи. Любой, даже самый незначительный. Клянусь Аллахом, если каждый из вас сейчас будет заниматься призывом хотя бы 10 минут в день, мы добьемся больших результатов в будущем. Братья, я прошу вас, все вы должны принимать участие в деле призыва. Мы должны укреплять нашу религию, религию наших братьев, сестер в исламе, в наших домах, среди наших женщин и детей. Везде мы должны быть примерами для других, быть образцами истинных мусульман, знающих, как нужно себя вести, читающих Коран, совершающих ночные молитвы, призывающих к религии Аллаха, а потом среди ночи мы будем просыпаться на тахаджуд и взывать к Аллаху: «О Господь наш, прими наши дела и сделай нас полезными для Твоей религии». Все, вы готовы к этому? Иншаллах. أكتب الأصوات أقرأ أستشف المفردات وأرى همس المعاني بين طي